Здравствуйте, меня зовут Николай Токугава, живу я в Калифорнии, родом я из Якутии, и сегодня я расскажу свое мнение, выскажу свое мнение насчет трагедии, которая произошла в Красноярском крае и что происходит на ШИЭСе. Так вот, чтобы коротко понять, что произошло в Красноярске, нужно понять работу, которую проводят золотодобытчики, и что было до, и что случилось после, и что привело, в общем, к трагедии. Да? Смотрите, представьте, что такое золотоносная река. Это сибирская река, она бывает очень живописная. Значит, с обеих сторон тайга, растут камыши, много уток, много рыбы. Местные ходят туда рыбачить, и, значит, место очень доброе, живописное. Все животные туда ходят на водопой и так далее. То есть эта река является источником жизни в этом месте. Так вот, таких рек, они по всему миру много. Когда человек идут на шашлыки или идут просто там куда-то на природу отдохнуть, они идут все равно на такие самые живописные места. Так вот, значит, дух этих рек бывает очень добрым, очень гостеприимным, и чаще всего у водоемов женские имена, то есть дух более считается женственным. Так вот, а потом геологи там находят золото. После этого геологоразведчики приходят, конечно, геологоразведчики это романтика. То есть они гуляют по таким живописным местам, по всей тайге. Тайга, она огромная, начинается с Урала, заканчивается Камчаткой. Так вот, и это, конечно, очень хорошо. Но после этого приезжают вот эти золотодобытчики. Первым делом они строят вот эту вот дамбу. Они этим образом делают так, чтобы воды в реке стало меньше, чтобы можно было пустить туда бульдозеры и драгу. Если вы не знаете, что такое драга, в интернете посмотрите, что это за адская машина. Это что-то вроде... Эта машина похожа на постапокалиптическое, что-то такое. Еще какой-то фильм был про Марс, я не помню сейчас, как его называли. Там есть города-хищники, то есть передвигающиеся, что-то вроде... город, который передвигается и пожирает все вокруг. Так вот, драга это именно та штука. То есть, если вот по реке прошлись вот эта драга со своими экскаваторами, то впоследствии невозможно найти русло реки. То есть если вот река, она вот идет вот таким образом, драга идет вот змейкой. И в обе стороны по 50 или по 100 метров они разрывают все. То есть вся плоть этой реки будет полностью разрушена. С той стороны, конечно, появляется озеро, но потом они воду спускают и переходят туда же. И вот они вот ходят по этой реке туда и обратно, и после них остается лунный пейзаж. Там ничего не остается живого. Они разрушили все. Вся рыба там дохнет. Все утки там же, а куда? Это же невозможно. Есть уткам там нечего уже. Значит, вся живность оттуда во время работы золотодобытчиков убегает. То есть, понимаете, они, можно сказать, фактически, не то чтобы убили, они просто настолько надругались над речкой, что это рекой-то назвать уже сложно, понимаете? И самое, что в конце происходит, они добытое золото проводят химическое очищение. Используется ртуть в большом количестве. Если вот, например, вымытое золото, оно все равно не чистое золото, это просто золотой песок. И его проводят через химическую реакцию с ртутью, и он становится знаменитой 4-девяткой, то есть содержание золота 99,99, да? То есть 4 девятки. Потом его в слитках отправляют в центр. Но на самом деле весь ужас заключается в том, что эта ртуть потом никуда не увозится для захоронения. Его сливают в эту же реку. И река становится отравленной надолго.
И после этого дух реки от доброй и гостеприимной превращается в злую и мстительную. То есть даже вот после того, как золотодобытчики уйдут, эта река не восстанавливается. Она на многие километры, можно сказать, в обе стороны отравляет все, что есть. То есть все живое, людей, животных, вода в нем отравленная. Значит, и там постоянно происходят несчастные случаи. Я уверен в том, что вот у этих золотодобытчиков это была не первый такой несчастный случай. И не последний. То есть эта река продолжит мстить и забирать. Всех, которые забрала эта река, они становятся призраками. То есть вот эти 15 человек, и 15 умерших, и еще 6 пропавших, если они тоже умерли, они все станут уэр. Это призраки, которые будут ходить вдоль этой реки туда и обратно и пожирать все на своем пути. Потому что ими будет управлять вот это дух мстительной реки. И значит, было бы классно, чтобы это все прекратилось на самом деле. То есть, если эти места, если эти места останутся нетронутыми, для человечества это будет намного лучше, чем, вывезут они это тонну золота, и куда она пойдет. И же понятно, что эти золотодобытчики возьмут свою зарплату, и эта зарплата все равно зарплата, она кончится очень быстро. А те, которые в Москве заработали эти миллионы долларов, это же все переправляется за рубеж, и я не видел, не слышал, чтобы кто-нибудь слишком сильно разбогател на золоте. Потому что таким способом добычи это самое ужасное, что можно придумать. Понимаете? То же самое у нас было на Вилюе недавно. Дело в том, что есть алмазные трубки, то есть это бывшие кратеры вулканов. Когда оттуда лава пробивала многие миллионы лет тому назад, она вытащила вот эти самые алмазы. А алмазы вот в недрах на большой температуре и под большим давлением получались вот эти кристаллы. То есть они самые твердые поэтому на Земле. И дело в том, что они разбросались по поверхности Земли еще. Это же вулкан же был. И потом, вода смывает их в реки. И вот они тоже ставят дамбы, а потом драги ходят с экскаваторами и разрывают вот эту реку из-за алмазов. А потом эти алмазы, естественно, переправляют на большую землю, а река становится ядовитой. То есть она полностью отравлена, и дух ее просто превратился в нечто ужасное, которое ходит и пожирает, мстит всем вокруг абсолютно. И вот тоже прорвало дамбу, там о жертвах не говорилось, но весь Вилюй был отравлен. То есть не представляю, что такое вообще. Река Вилюй 2 километра шириной и около 1200 километров или 1500 километров в длину. Эта река. И она дает жизнь очень многому. А сейчас месть у нее тоже будет чрезвычайно сильной, потому что по всему Вилюю люди, которые живут, они очень часто болеют раком, очень часто болеют внутренними органами, то есть болезни внутренних органов и так далее. И представьте, что такое будет ЧС. Это будет свалка. Там просто отличное место. Это нетронутая природа. Там живут очень дружные люди. Они очень друг другу помогают. Они в очень хорошей связи со своей природой, с тамошними духами. Я думаю, что они вообще живут в очень хорошем мире со всей тамошней природой, зримой и незримой, как говорится, да. И между собой эти люди тоже очень хорошо ладят, кажется. Но когда придут вот эти из Москвы и начнут выливать туда мусор, через некоторое время вся почва там будет отравлена. И дух там будет чрезвычайно злым и мстительным. И чтобы это предотвратить, нужно приложить все максимальные усилия, чтобы этого не получилось. То есть нужно защищать свою землю в любом случае, понимаете? И чего бы это ни стоило. Только таким образом они смогут сохранить добрую и, гостеприимную природу своей земли, и это будет очень сильно помогать будущим их поколениям, чтобы они были здоровыми,
чтобы они были добрыми и светлыми. Вот все, что в принципе я об этом думаю. Так что, ребята, держитесь. Спасибо.